Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня слышно, меня видно. Коллеги, как-нибудь отреагируйте, включите микрофончик или да, замечательно, я вас вижу. Спасибо, что нашли возможность включить камеры. Это замечательно. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами приступаем к реализации новой программы. Сейчас, секундочку, я параллельно запускаю презентацию. Наша с вами программа называется «Технология формирования и оценки функциональной грамотности». Буквально еще одна секундочка, я организационные моменты быстренько решу, и мы с вами, коллеги, приступаем. Работаем мы следующим образом. Сегодня мы с вами работаем 2 академических часа, то есть 1,5 часа, в половинку шестого мы с вами расходимся. Кроме того, уважаемые коллеги, сейчас, секундочку, и завтра также с 16 до 17:30 мы с вами также встречаемся на этой платформе. Мы все с вами работаем на данной платформе. Мы знаем, что Яндекс.Телемост позволяет нам включать многие процессы, позволяет вам подключаться, активно подключаться, отвечать. И поэтому, коллеги, у нас, собственно говоря, надеюсь, что получится открытая дискуссия. Но прежде чем начать, я позволю себе представиться. Сейчас я включу демонстрацию. Коллеги, презентацию видно, насколько я вижу, да? Замечательно. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами говорим именно про информационно-методический модуль, и я буду с вами работать именно таким образом. Функциональная грамотность обучающихся, основные подходы к формированию и оценке. Итак, в этой связи, коллеги, сейчас, секундочку. Так. Секунду. Секундочку. Мне просто нужно, чтобы я вам демонстрировала. Коллеги, я прошу прощения, я позволю себе демонстрировать таким образом, потому что почему-то у меня не получается. Секундочку. Получилось. Все. Итак, все. Теперь полностью видно презентацию. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Русеева Наталья Николаевна. Я являюсь заведующей кафедрой социально-гуманитарного образования Коми Республиканского института развития образования. Мы с вами приступаем к реализации программы «Технологии формирования и оценки функциональной грамотности». Фактически система Moodle позволила вам в дистанционном формате очень многие вопросы уже изучить самостоятельно. Но мне хотелось бы начать со следующих основных установок. Итак, мы с вами в течение 2 дней будем отвечать на такие вопросы. Как преподают и оценивают функциональную грамотность в школе? Откуда вообще возникло понятие функциональной грамотности? Зачем функциональная грамотность нужна обучающимся и зачем она нужна педагогам? И каким образом
отвечая на именно вот в рамках нашего информационно-методического модуля функциональная грамотность обучающихся основные подходы к формированию оценки следующим образом. Итак, откуда пошло, то есть каким образом мы формируем компетенцию педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся. Итак, откуда же появилось понятие функциональной грамотности? Это понятие, которое сегодня у всех на слуху, возникло более полувека назад. На волне ликвидации безграмотности в 1957 году ЮНЕСКО впервые предложило понятие так называемая минимальная грамотность и функциональная грамотность, которые первоначально предполагали наличие базовых навыков чтения, счета, письма, то есть те навыки, которые позволяют человеку решать его простейшие жизненные задачи, связанные с его функционированием в обществе. В этой связи возникает вопрос, а почему в таком случае сегодня, когда мы с вами говорим, что безграмотность осталась в далеком прошлом, мы вновь заговорили о функциональной грамотности. Но мы все с вами понимаем, что под функциональной грамотностью сегодня понимается способность человека использовать все те знания, которые приобретены, плюс приобретенные навыки для решения самого широкого спектра заданий. Уважаемые коллеги, прошу вас, во-первых, уважаемый гость, выключите, пожалуйста, микрофончик. Гость, выключите, пожалуйста, микрофончик. Спасибо. Кроме того, уважаемые коллеги, пожалуйста, либо в чате, либо представьтесь в чате, либо, коллеги, убедительная просьба, свои учетные записи не гость, гость и гость, а подпишитесь, пожалуйста, переименуйте себя, обозначьте либо фамилия, имя, отчество, либо хотя бы фамилия, имя. Коллеги, это очень важно. Да, пожалуйста, переименуйтесь. Либо выйдите в эфир и представьтесь, такой небольшой организационный момент. Если возникают сложности с переименованием себя, то, пожалуйста, представьтесь. Замечательно. Хорошо, я надеюсь, что у вас получится переименоваться. Итак, мы понимаем, что чем больше задач, чем больше спектр задач, которые решаются в современном обществе, или в которых мы оказались, те жизненные ситуации, в которых мы оказались, тем большее количество различных навыков, позволяющих выйти победителем из ситуации, нам требуется. И эта тенденция, она хорошо знакома поколению родителей, дедушек и бабушек, современных школьников. То есть, получив богатейший багаж школьных и вузовских знаний, по факту поколение бабушек, дедушек, родителей не всегда знали, как этими знаниями распорядиться на практике. Как применить знания, полученные в классе, либо в университетской аудитории в своей профессиональной деятельности. И в первые годы после получения аттестата или диплома всегда уходили на то, чтобы, как мы говорим, переучиться, подучиться в своей профессии. И уже будучи в нее реально погруженными. И преодоление такого разрыва также одна из задач функциональной грамотности, которая, как мы видим, возникла не сегодня, но и в наше время остается предельно актуальной. В этой связи мы говорим, мы понимаем, что сегодня на рынке труда, в современном обществе в целом, каждый должен демонстрировать максимальную гибкость, адекватность и готовность к изменяющимся требованиям. Мы не можем рассчитывать на раз и навсегда полученные профессиональные навыки. Меняется сам спектр задач, жизненные сферы,
социальные отношения, в рамках которых необходимо себя реализовывать. И для успешного полноценного функционирования в обществе и нужно уметь использовать знания, умения, навыки, компетенции для решения жизненно важных задач. Самостоятельно уметь мыслить и функционировать в сложных ситуациях. Все это и включается в понятие функциональной грамотности. Очень часто задают такой вопрос: а в каком же возрасте лучше всего начинать заниматься функциональной грамотностью и формированием функциональной грамотности? И можем ли мы говорить о том, что бытует такое мнение среди педагогов, что формирование функциональной грамотности – это не задача педагогов? Так вот, коллеги, функциональная грамотность – это понятие без возраста. Ежедневно каждый из нас, то есть все мы сталкиваемся с необходимостью решения нестандартных задач. В, казалось бы, обыденных ситуациях. С необходимостью осмыслить информацию для того, чтобы сделать правильный выбор или принять правильное решение. Приведу пример. Мы все знаем все буквы алфавита, умеем складывать слова и читать предложения. Но когда видим смешанный мультизнаковый текст или, например, инструкцию, когда работаем, например, с множественным текстом, то очень часто теряемся. Не справляемся с приемами шрифтового варьирования. Не можем совместить то, что выражено графически и словесно, либо же сопоставить факты. Чрезмерно доверяем печатному слову. К сожалению, эта тенденция в современном мире все чаще и чаще встречается. Далее. Сознанием человека, который не привык воспринимать текст целостно, комплексно и критически, легко манипулировать, чем охотно пользуются, например, мошенники, грамотно составляющие юридические документы. Мы имеем представление, например, о геометрическом пространстве. Но зачастую, такой бытовой пример, но тем не менее, не знаем, как правильно разместить мебель в доме. Какие варианты плиточной облицовки мы можем выбрать, чтобы, например, визуально как-то увеличить пространство, исходя из имеющихся материалов. Мы, например, многие из нас с вами, коллеги, любят мед, но также мы не знаем, верна ли та информация, которая написана на баночке, например, где он произведен. Например, гречишный мед Кировской области. Коллеги, знаем ли мы, произрастает ли гречиха, указанная на этикетке, в Кировской области? Да и вообще гречиха, она является медоносной или нет? Могут ли ответить на такой вопрос наши дети? Возникает вопрос. Например, мы с вами знакомы с алгебраической и геометрической прогрессией. Изучаем основы экономики, но при этом нам сложно грамотно распорядиться своими ресурсами, так, чтобы они с минимальными рисками приносили прибыль. Вводя итог, коллеги, хочется сказать, что мы с вами живем в обществе потребления, где каждый день производятся миллиарды единиц товарной продукции. Нужно ли нам это в повседневности? Можем ли мы избежать процессов загрязнения среды посредством отказа от производства ненужных вещей? Если даже простая канцелярская скрепка может быть использована нами не менее чем в 20 полезных функциях. Можем ли мы индивидуально научиться экономить запасы энергии, сделая свой дом, например, умным? Можем. Только в этой связи мы говорим, что необходимо, и нам каждому нужно уметь находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты. Смотреть на одни и те же явления с разных сторон. Мыслить так называемо пытливо и критически. Не останавливаться на заученных формулах. Безусловно, опираться на знания, но непременно проявлять находчивость при решении задач, предельно приближенных к жизненному контексту. А что может быть для человека важнее, интереснее и значимее, чем реальная жизнь с множеством поставленных ею же задач? Конечно же, ничего. Следующий вопрос, на который нам следует с вами ответить, это
а какой же предмет у нас формирует функциональную грамотность? По какому предмету можно выставить оценку? То есть традиционно мы говорим, что функциональная грамотность делится на такие составляющие, как читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление. Об этом мы будем более подробно говорить завтра. И функциональная грамотность – это способность принять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. То есть ее смысл – это метапредметность в осознанном выходе за границы конкретного предмета, а точнее синтезирование всех предметных знаний для решения конкретных задач. Это вы все прекрасно знаете. Но, коллеги, вы, наверное, не знаете, может быть, хотя уже слышали, что 75% выпускников 9-11 классов, по данным Рособорнадзора, продемонстрировали критический уровень освоения метапредметов. Поэтому мы и говорим о том, что проблема и задача формирования, не проблема, а давайте проблему переведем в задачу. Задача формирования функциональной грамотности, она колоссально важна. При этом нам с вами нужно понимать, и мы с вами будем этим заниматься и рассматривать, чем отличается. Коллеги, я где-то, у кого-то не выключен динамик. Микрофон, простите? Да, спасибо. Итак, коллеги, в этой связи хочется отметить, что чем отличается задание для оценки функциональной грамотности от традиционных, позволяющих оценить знания предмета. И в этой связи, коллеги, мы говорим о следующем. Безусловно, задание, призванное оценить функциональную грамотность, отличается целым рядом характеристик. Прежде всего, школьникам предлагаются задачи, поставленные вне предметной области, но при этом предполагается, что решаются они при помощи предметных знаний, а также жизненного опыта учащегося. Кроме того, задания отличаются своими формулировками. Они всегда носят проблемный характер. Предполагают возможную множественность решений, излагаются там простым или неакадемическим, как мы принято называть, понятным языком. При этом фокус в том, что для решения задания учащемуся требуется самостоятельно найти ракурс решения. То есть перевести, как мы говорим, задание с обыденного языка на язык предметной области, будь то математика, география, биология, физика и другие предметы. И в каждом из таких заданий моделируется понятная жизненная ситуация, как правило, вызывающая реакцию, собственный внутренний отклик ребенка. И естественно, что значительная часть проблемных ситуаций контекстуально близка к ситуациям из повседневности. Информация транслируется разными способами, предполагаются различные форматы. Это могут быть рисунки, диаграммы, схемы, смешанные составные тексты и так далее. То есть особенная сложность и вместе с тем особый интерес работы с заданиями, например, по читательской грамотности, связаны именно с тем, что учащиеся сталкиваются с различными видами информации. Подводя итог вот такой вводной части нашей с вами, коллеги, хочется отметить следующее, что изменившиеся требования реальности потребовали от учителей-предметников выработки новых приемов эффективной работы с текстом. То есть мы должны вооружить таким опытом начинающего читателя, которому в жизни потребуется умение одновременно работать с разными источниками информации, анализировать разные виды и объемы текста, графические компоненты, ставить точные вопросы, при этом выстраивать и удерживать в сознании логические цепочки. Не менее важно сегодня устанавливать надежность предполагаемой информации, выявлять и оценивать противоречия. И, конечно, нельзя рассчитывать на успешную самореализацию профессионала, который не умеет строить аргументированные, развернутые высказывания. И в этой связи, уважаемые коллеги, я предлагаю нам с вами сейчас проверить, а насколько мы с вами компетентны
формировании функциональной грамотности обучающихся. Уважаемые коллеги, у нас сейчас здесь с вами присутствует 3, 4, 5, 6 человек. На следующем слайде, то есть сейчас мы с вами переходим к коллеги, спасибо, что представились. Елена Станиславовна, Лариса Николаевна. Коллеги, остальные тоже, пожалуйста, представьтесь в чате. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, поступаем следующим образом. Сейчас мы с вами для выявления, в первую очередь, наших с вами профессиональных дефицитов, то есть то, с чем нам с вами работать, что нам нужно будет нивелировать в рамках данных курсов, предлагаем пройти небольшое входное тестирование. Но делать это мы с вами будем с учетом современных технологий, с учетом требований современных технологий, к современному уроку в том числе, с применением онлайн-форм. Для этого, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в чате, ответьте, у всех ли здесь присутствующих сейчас людей есть телефон, который считывает QR-код? Коллеги, пожалуйста, либо ответьте голосом, либо в чате напишите. Так, у меня нет. Замечательно, спасибо. Коллеги, у всех ли есть сейчас возможность, есть сейчас телефон, который может считывать QR-код? Меня попросили повторить вопрос. Простите, не услышала? Нету. Нет, да? Хорошо. Да, есть, хорошо. Коллеги, давайте мы тогда поступим следующим образом. Мы сейчас в двух вариантах будем с вами выполнять.Итак, смотрите, те, у кого есть такая возможность, мы сейчас с вами прочитываем вопрос, а вы считываете QR-код. Для тех, у кого нет такой возможности, мы с вами будем отрабатывать. То есть я так понимаю, что у меня 2 человека будут выполнять в режиме считывания QR-кодов через опросникум, и я буду видеть ваши ответы, а остальные коллеги будут выполнять вместе со мной уже в том режиме видного для нас с вами материала. Секундочку. Итак, коллеги, получилось читать вопрос? QR-код открывается сайт? Надеюсь, что получилось. Коллеги, все остальные, у кого нет возможности считывать QR-код, то, пожалуйста, прочитайте вопрос и либо голосом, опять-таки же, скажите ответ ваш предполагаемый, либо напишите в чате. Коллеги, пока в вопросникуме не вижу ваших ответов. 2 человека нам говорят, что все хорошо, все получается. Я не успела прочитать. Еще раз? Я не успела прочитать. Коллеги, подождите. Все перелистнулось, я прошу прощения. Сейчас я вернусь. Секундочку. Да, все, простите. Еще перелистнулась, коллеги, прошу прощения. Так, подождите, коллеги, я не туда щелкаю. Я очень глубоко извиняюсь. Вот ваш первый вопрос. Да, все. Маугли. Киплинг.
Пока затрудняюсь ответить на такой вопрос. Хорошо, спасибо. Значит, будем разбираться. Сейчас мы с вами посмотрим. Коллеги, кто в вопросникуме? Получается ли у вас? Мгм. В вопросникуме ответили? Пока не вижу ответа в вопросникуме. Давайте посмотрим сейчас. Да что ж такое? Господи, простите меня, пожалуйста. Итак, коллеги, мы сейчас с вами говорим про то, что действительно ситуация интересная, и вы отвечаете мне, и это интересно. Сейчас я посмотрю, что у меня вопрос. Коллеги, у кого-то опять микрофон, либо вы пытаетесь ответить, и мы вас плохо слышим. Так, ответы пока не поступили. Хорошо. Итак, значит, мы поступаем с вами следующим образом. Один из вариантов ответ Б. Еще есть варианты? Все ли знают прием интеллект-карты вообще в целом? Коллеги, интеллект-карта, я напоминаю, что это такой прием, когда в центре у нас какая-то проблематика, либо какой-то вопрос, и от него у нас идут такие вот веточки. То есть мы раскладываем сначала, например, на 2-3 направления широко, а потом каждое из направлений мы раскрываем веточками на более мелкие и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересный прием, который очень хорошо помогает детям, например, при пересказе. Коллеги, еще варианты вопросов? Ответов, простите. Хорошо. Не получается у нас с вами дискуссия. Да, пожалуй, выберу Б. Б тоже, да? Хорошо, коллеги, смотрите. Давайте попробуем рассуждать. Предложу детям составить интеллект-карту. Говорят ли животные, когда буду подводить итоги, обращу внимание на то, насколько хорошо ребята понимают, отличие между речью людей и звуковыми сигналами животных, знают ли о сложностях, с которыми сталкиваются дети маули, когда пытаются освоить язык людей. Вот это задание, скажите, пожалуйста, оно на формирование каких результатов нацелено? Коллеги? Очень сложно вещать в одну сторону, тем более, коллеги, мы с вами здесь собрались для того, чтобы подискутировать, обсудить, идеально очные курсы, и когда мы с вами, представьте, что мы с вами все находимся в стенах Коммерс-Республиканского института развития образования, и у нас с вами разворачивается такая оживленная дискуссия. Повторите, пожалуйста, вопрос. Коллеги, смотрите, первое задание на формирование каких результатов нацелено? Первый вариант, предложенный нам в качестве ответа. Мы здесь с вами говорим, подвожу я итог ваших ответов, о том, что
Фактически в рамках первого предложенного варианта, когда ребенок составляет интеллект-карту, мы формируем с вами предметные результаты. То есть ребенок у нас с вами будет знать, что такое речь людей, чем она отличается от звуковых сигналов животных, характеристики одного понятия, характеристики другого понятия и отличие одного от другого. Поэтому здесь мы с вами формируем как раз-таки именно предметные результаты. Второй вариант. Покажу фрагмент учебного видеоролика «Человеческой речи и звук, который издает животное». Организую дискуссию, чтобы сформировать у детей понимание, чем речь людей отличается от звуковых сигналов от животных. Также обсудим сложности, с которыми сталкиваются. Здесь, коллеги, мы говорим с вами уже о предметных результатах, конечно же, потому что действительно фрагмент учебного видеоролика «Человеческой речи». То есть мы здесь с вами уже расширяем, тут и человеческая речь, и звуки животных. Дискуссия – это у нас уже мы говорим про метапредметность. Это формирование навыков аргументировать, дискутировать и так далее. Дальше обсудим сложности. Здесь у нас с вами в том числе открывается и формируем глобальные компетенции, то есть метапредметный опять-таки же результат. И, конечно же, когда мы говорим сложности, с которыми сталкиваются дети, в зависимости, конечно, от того, каким образом мы выстроим вот эту дискуссию, но здесь можно выйти и на личностный результат, поэтому совершенно верно, ответ Б в данном случае будет верным. В задание чисто репродуктивное, то есть детей просим прочитать параграф, выписать и подготовить ответ. Причем, смотрите, мы говорим о том, что в ответе В фактически вообще в принципе перевернули, потому что мы спрашиваем здесь про детей Маугли, такие случаи есть, мы с вами при помощи массовой информации про такие случаи знаем. Здесь же переворачивается и спрашивается, а обладают ли животные способностями к человеческой речи. То есть по факту здесь вообще подмена понятий. Но и под ответом Г расскажу о художественном приеме одушевления. Коллеги, здесь опять-таки же происходит подмена понятий. Почему? Потому что действительно дети Маугли – это факт, который существует даже в 21 веке. Мы прекрасно видим, и нам это доказано научно, что такие дети хорошо понимают звуковые сигналы животных, поэтому, собственно, вот в данном случае также будет подмена понятий. Я поняла, опросником у нас с вами не пошел, поэтому второй вопрос у нас уже, собственно, сразу в таком классическом варианте. Зачитываю вопрос. В нашем классе запланирован классный час по теме «Спасибо, я не курю». Ученикам нужно найти информацию о последствиях курения, статистику заболеваемости и смертности от курения в России и в мире. В каком формате ученики 8 класса выполнят это задание? Представлены 4 варианта ответа, коллеги. Вижу один ответ. Коллеги, еще варианты. Что ж такое? Но мне нравятся два ответа, В и Г. Вариант В и Г услышала. Еще варианты. Ответ В, ответ ВГ. Г. Г. Разделились. Еще варианты? Может, кто-нибудь скажет вообще Б?
Я поняла, больше вариантов мы не получим. Такое тоже бывает. Итак, давайте вернемся к обсуждению. 8 класс. Какие особенности работы с детьми в 8 классе? Резюмирую ваши ответы. Действительно, здесь уже у нас с вами достаточно самостоятельные личности, которые активно высказывают свое мнение, и просто дать им прочитать ссылки на несколько электронных информационных ресурсов, по факту это загубить данное задание на корню. Далее, второе, покажу ученикам изображение на пачках сигарет, предложу провести сбор данных о рисках возникновения этих заболеваний. Вы знаете, что с 8 классом данная работа, мягко говоря, неэффективна. Далее, подготовлю два комплекта документов с информацией о курении. Первый комплект составлю на основе непроверенной информации, и второй на основе достоверной. Распределю учеников на команды, предложу работать с этими данными. При этом никто из учеников не будет знать, в каком комплекте какая информация. Задача учеников проанализировать, проверить, а затем опровергнуть либо подтвердить эту информацию. Так, смотрите. У нас с вами есть либо же распечатаю подобранную информацию о курении, попрошу учеников с помощью наводящих вопросов выделить из текста основную мысль и оформить тезисы. Коллеги, в данном случае для 8 класса пытливый ум. Что будет интереснее? Какая форма будет интереснее? Вариант Г – это классическая такая проектная технология, когда мы с вами действительно даем детям какое-то задание, они анализируют текст, но, коллеги, это скорее такое вот предметное содержание, например, на обществознании там, и так далее. А у нас с вами классный час. И вот здесь, если мы в рамках классного часа сможем сформировать еще и критическое отношение к анализу информации, то это будет очень и очень большим нашим с вами плюсом. Поэтому в данном случае я бы на вашем месте выбрала ответ под буковкой В. То есть 2 комплекта документов. Потому что мы с вами формируем функционально грамотного ученика, который может отсеивать в том числе и ненужную информацию. Далее у нас с вами задание по, скажем так, финансовой грамотности в основном, потому что здесь уже быстрый доход. Итак, вы проектируете занятия по теме дохода семьи в 4 классе. Хотите научить детей правильно определять расходы и доходы в семейном бюджете. Обязательные и необязательные расходы, оценивать стабильность доходов семьи. В качестве дидактического материала вы собираетесь использовать диаграмму дохода семьи за 2019 год. Ваша цель – научить школьников выявлять финансовую информацию. Какие формы работы вы запланируете. 4 класс, финансовая грамотность. И вот у вас вот эта вот диаграммка. Ваши ответы. Еще варианты, коллеги, вижу ответ. Один уже вижу.
коллеги? Я думаю между Б и В. Не могу определиться. Б и В, согласна, очень близкие ответы по формам работы. Почему Б, пока народ думает? Ну вот почему именно Б и В? Что нравится в Б, а что нравится в В? Так, в Б меня смущает, что подготовить диаграммы нужно будет Мгм. самим. Так, а в В нужно им проанализировать, то есть данную диаграмму. Но диаграмма-то у нас уже с вами есть. И в том, и в другом Ага, варианте. То есть они уже получили эту диаграммку. угу. Так, Но в Б, варианте Б, смотрите, у нас ребятки действительно должны подготовить еще одну диаграмму. да, я вот немножко не поняла, да, одну диаграмму еще описать эти семьи, да, получается? Да, 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 да. То есть здесь будут определять стабильность доходов. Действительно, пользователь, который ответил В, он был абсолютно прав, потому что, коллеги, действительно, если бы это у нас был с вами не четвертый, а, скажем, шестой, седьмой класс, то да, и вы верно отмечаете, что очень много вопросов. Действительно, четвероклассники у нас еще не владеют полноценной компетенцией по разработке диаграмм на основе вот только вот этих исходных данных, раз. Далее, организовать работу в группах по вот этим направлениям, которые здесь перечислены. Вариант В, он более близок именно как раз для деток 4 класса по психофизиологическим особенностям формирования умственных процессов в этот период. Поэтому действительно ответ у нас будет под буковкой В. Потому что погружаем как раз в проблемную ситуацию, которая им понятна, близка. То есть, да, дети, посмотрите, а вот это вот у нас такие обучающиеся, а они вот у нас то-то, то-то, то-то и так далее. Поэтому, коллеги, в этой связи ответ у нас будет действительно В. Я предлагаю нам сейчас с вами на 5 минуток прерваться, потому что 45 минут мы с вами отработали, даже больше. Я сейчас выключу свой микрофон, не буду выключать трансляцию, и через 5 минуток, ну через 4 даже минутки, мы с вами встретимся здесь же, в этой аудитории.
Итак, коллеги, продолжаем. Разобрались с финансами в 4 классе. Поехали дальше. Следующий вопрос. Вы классный руководитель 3 класса. Ученики обратились к вам с просьбой разнообразить школьные перемены. Вы предложили коллегам, которые преподают в старших классах, объединиться и придумать, как это можно сделать. К обсуждению подключились другие классы, поступило множество предложений от учеников средней и старшей школы. Как вы с третьеклассниками отберете лучшее? Поехали. Я почему-то последний вариант не до конца вижу. Там написано, согласуя с учениками и запущу этот проект. Угу. Так, ну с третьим классом, получается, я думаю, выбрать под буквой В. Полегче что-то. Владимир, да? В. В, да. Угу. Еще варианты? Я бы выбрала вариант Б, наверное. Мне нравится, что там сгруппировать варианты по признакам. То есть, несколько вариантов разложить по признакам и уже вместе выбрать. Коллеги, еще варианты? Б, В. Ой, нас осталось совсем мало. Итак, буковку А они выбрали правильно. Еще один, да, хорошо. Лариса Николаевна, вижу. Ответ В. Смотрите. Везде варианты поступают в ящик для предложений. Ответ Б у нас отличается тем, что отобрать и сгруппировать варианты переменок по одинаковым признакам, выделить достоинства, недостатки и самим доработать предложение. Доработать предложение, вы все прекрасно понимаете, вот здесь уровень анализа, да, это плюс, но справятся ли третьеклассники? Под руководством классного руководителя, да, наверное, но при этом посмотрите, не будет ли для детей это, как это, знаете, неким наказанием. То есть, да, ребята предложили инициативу, а тут, хопа, мы с вами из этой инициативы выходим на дополнительную загруженность для ребенка. Потому что мы даже с вами не понимаем, где дети будут выполнять этот мини-проект. Дома, в классе, на уроке, на классном часу или как. А вот под буковкой В, почему этот вариант будет правильным, потому что, коллеги, вы абсолютно верно ответили, потому что в рамках классного часа мы с учениками зачитаем эти предложения и путем голосования выберем оптимальные варианты. Вариант Б интересен, согласна, но это мы с вами выходим уже на проектную деятельность, и если мы выведем ребенка уже на индивидуальный проект. Здесь же, чтобы инициатива детей не была неким наказанием для самих детей, мы предлагаем остановиться на варианте В, то есть третьем варианте. Дальше, коллеги, следующий вопрос. Он достаточно интересный. Мы с вами с 3 класса перешли, как и обычные учителя, сразу бежим в 10 класс.
Так, ну я выберу букву В, Володя. Хорошо, у нас сегодня буква В лидирует. Ага, так как поэтому я считаю, что вроде лучше с каждым обговорить, почему они так в таких ситуациях себя ведут. Почему? Почему лучше с каждым? Почему это не как в начальной школе со всем классом? Ну, индивидуально лучше ребенок выскажется и не создавать новый конфликт. Потому что это у нас с вами десятиклассники, опять-таки же, да, мы обращаем внимание на возраст наших с вами обучающихся. Согласна, вашу позицию услышала. Коллеги, еще какой вариант? Ну, я вот тоже между Б и В больше склоняюсь к В варианту. В, совершенно верно. Почему Б? Почему вам интересно, почему заинтересовала буковка Б, Борис? Потому что там, так, обращусь к школьному психологу, то что помощь специалиста. Когда мы обращаемся к школьному психологу, коллеги, либо к школьной службе медиации? Не знаю. Когда конкретно касается, наверное, одного ребенка лучше? Нет, смотрите, мы с вами обращаемся к школьному психологу или к школьной службе медиации в том случае, когда на уровне класса мы не можем решить, на уровне учитель, ученики, не можем разрешить какую-то ситуацию. Здесь же мы пока говорим, что действительно один из вариантов, что можно обратиться в школьную службу медиации, но первый вариант, тот, который вы выбрали, буковка В, проведете беседы с участниками инцидента, безопасные условия для диалога. То есть вот это первый этап. И если у нас буковка В не сработает, тогда мы уже прибегаем к буковке Б. При этом, коллеги, а прочитайте внимательно, сама попала в эту ловушку, почему буковка В у нас с вами сейчас неприемлема. Почему? Коллеги, почему буковка В к нам с вами сейчас не подойдет? Возвращаясь к нашему же к моему же объяснению, смотрите, у нас с вами что написано? Регулярно возникают конфликты. Что это значит? Что значит на уровне учитель или классный руководитель, дети, мы с вами уже не справились. Если у нас с вами вот на уровне пока что еще регулярно возникают, значит, мы с вами, когда первый раз предполагаем ситуацию, раскручиваем ситуацию, когда первый раз такая ситуация возникла, мы ее попытались с вами урегулировать на уровне на уровне учитель, ученики, может быть, даже несколько раз, но так как она уже от словесной перепалки переходит к, видите, один ребенок, в смысле, в конфликт все больше вовлечены родители и учителя, как вы поступите? Чудом удалось избежать применения физической силы. То есть конфликт перешел на новый уровень, и поэтому мы с вами здесь уже обращаемся к третьей незаинтересованной стороне, это служба медиации. Поэтому, коллеги, очень близкие ответы, но вот как раз-таки слово «регулярно». И вот последние два предложения, в конфликт все больше вовлекаются родители и учителя. Как вы поступите? Мы понимаем, что все, конфликт набирает обороты, поэтому мы уже с вами на уровне именно педагог, дети не справляемся. Поэтому ответ правильный под буковкой Б, Борис. Поехали дальше. Здесь мы с вами обращаемся к бессмертной классике. Это Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин.
Причем, смотрите, здесь даже ведь не говорится, на каком уроке вы привели этот пример. Когда мы можем когда, на каком предмете и в рамках какого этапа урока мы можем с вами воспользоваться этими строками и задать этот вопрос, коллеги? Коллеги. Ну, очевидным ответ напрашивается, это, конечно же, урок литературы в рамках изучения произведения Евгения Онегин. Ну и второй вопрос, это когда мы с вами создаем проблемную ситуацию на уроке по, например, предмету физика, где нам нужно с вами подвести детей через вот такой подводящий диалог, либо через проблемно-диалогическую технологию, подвести детей к теме конденсация. Как там она звучит правильно, да? Испарение конденсата, как вариант. Коллеги, какие варианты? Ваши ответы? Вариант Б. Вариант Б. Хорошо, еще. Коллеги. Вариант А. Хорошо, еще варианты? Смотря сколько лет детям, какой класс. Совершенно верно. Кроме того, вот смотрите, а если мы говорим про функциональную грамотность, и мы говорим про то, что наш с вами ребенок высший пилотаж функциональной грамотности, какой, коллеги? Варианты ответа. Когда ребенок знает о чем-то, когда ребенок знает и понимает что-то, либо третий вариант, когда ребенок знает, понимает, может применить на практике. Вот функциональная грамотность – это какой из вариантов? Знает, понимает, может применить на практике. Третий вариант. Третий вариант. Тогда смотрите, почему мы тогда, исходя из того, что это третий вариант, почему мы отметем ответ А? Как и В. Они, посмотрите, они похожи. В чем? Потому что сам учитель расскажу про соответствующие природные явления, бытовые ситуации. Это вариант А. Вариант В. Подберу аналогичные примеры, чтобы дополнительно разобрать их в классе. А в варианте Б, то есть ребенок должен применить на практике, он должен вспомнить, а где же еще он такое явление встречал. Поэтому ответ у нас здесь будет буковка Б, Борис. Это будет самый верный ответ, потому что действительно здесь ребенок – это высший пилотаж функциональной грамотности, когда ребенок может применить еще и на практике полученный результат. Хорошо, теперь с 10 класса мы вновь переносимся с вами в 8 класс. Здесь задание посложнее. Вы уже классный руководитель 8 класса, в котором учатся дети разных национальностей. Многие дети мусульманских семей, однако не в каждой семье строго соблюдаются традиции и законы шариата. 2 девочки обратились к вам за помощью, так как мальчики их оскорбляют. Вы провели беседу и выяснили, что мальчики оскорбляют одноклассниц, так как считают их неправомерными мусульманками. Ребята видели, как девочки ели свинину. Девочки, в свою очередь, вспомнили, что мальчики в прошлом году пытались тащить конфету у одноклассника, а воровство – это тяжкий грех. Мнение в классе разделилось. Как вы поступите? 8 класс.
Для меня подходит и А, и Б. Мгм. Пересмотреть. Так, что подобное. Так, у меня первая мысль на «Б», но еще не знаю, не уверена. И А, и Б, еще варианты. Елена Станиславовна, я прошу Скорее прощения, всего, не видела до этого. скорее всего, выберу Б. Все-таки там ребята могут поиграть и ближе будут общаться в игре. Б. Дружат. Так. Коллеги, сейчас мы еще дождемся еще одного человека, который активно тоже участвует в обсуждении и пишет нам тут ответы, но вот сейчас давайте посмотрим. Мгм. Итак, смотрите. Да, совершенно верно, потому что в форме игры все-таки 8 класс это еще дети. Но посмотрите, игра не просто там мы побегали, Б, все верно, да, согласна, коллеги, совершенно верно. Спасибо за ответ. Классный час мы разные, но в форме кейсов. То есть реальной ситуации можно даже взятой из данного класса, либо отвлеченно, чтобы дети отвлеченно участвовали в этом. Причем разыграть кейсы в разных вариантах. И видите, действительно, согласна, это наилучший вариант. Вариант В в данном случае недопустим, потому что действительно для шариата это определенный, то есть он недопустим в том числе э, из религиозных соображений, поэтому неприменим в данном случае, но, к сожалению, чаще всего вот к третьему варианту коллеги и обращаются в нашей практике. А в идеале это, конечно же, второй. Но второй, это ведь, согласитесь, это и очень сложно, потому что разработать кейсы, разработать задания, мы в любом случае с вами должны их проиграть как-то и проанализировать, а успешно, не успешно. Но зная детей, мы с вами с этим в идеале хорошо справляемся. Поехали дальше. 7 класс. Здесь у нас уже с вами ораторское искусство. И хотите зафиксировать выводы, важные моменты урока. Как организуете этот процесс? Коллеги, последний ответ. В конце занятия предложу ученикам объединиться в мини-группы и вывести общий план успешного выступления в формате тезис-аргументация. Можно вариант подгадать читать? Коллеги, сейчас секундочку, я одну сделаю манипуляцию быстренько. Я прекратила демонстрацию. Секундочку. Сейчас я так. Буквально одну минутку. Так. Мгм. Мгм. Секундочку. Те моменты мы вот... И мы с вами благополучно справимся читать дальше все наши ответы. Секундочку. Так, последний. Просто я сразу же все переделаю, чтобы вам было видно, потому что форматы меняются, к сожалению, техника действительно не выдерживает определенные моменты.
Буквально секундочку. Так, и ВГ. Как организуете этот процесс? Мгм. М. Так, демонстрация. Демонстрация. Так, теперь видно, коллеги? Да, все видно. Мгм. Тезис, аргументация. Вариант Г. Вижу. Еще варианты? Я выбираю Г. Г тоже хорошо. И третий активный участник наших курсов. Пока молчит. Действительно, не буду дожидаться уже третьего ответа. Действительно, здесь у нас ответ будет Г. Наиболее интересная и применимая в данном случае в этом возрасте технология для обучающихся. Следующий вопрос. Коллеги, осталось совсем чуть-чуть, 2 вопроса. Это у нас 9 с вами. В конце этого полугодия в школе состоятся защиты проектов. Вы научный руководитель девятиклассника. Как организуете процесс вы работы над выбором темы проекта? Возможно, буква В, где ребятам есть возможность самим то, что их интересует, выбрать. Мгм. Услышала. Хорошо. Еще варианты? И также буква А, тоже хорошо.
А там актуальность, все. актуальность обсудить. Мгм. Затруднительно. Затруднительно, согласна. Финансовая функциональная грамотность, коллеги, это вообще очень-очень сложно. Так, тут нам предлагают ответ Б. Давайте разбираться. Итак, то есть есть и А, и Б, и другие варианты. В конце этого, так, проект. В команде обсудите возможные темы проектов, организуйте занятия, на котором вы обсуждаете актуальность и оригинальность идей. На основе озвученных идей и предложений ученики смогут сформулировать собственную тему проекта. А, хм-хм-хм. Смотрите, перед нами стоит какая задача? Задача выбора темы проекта. Ответ В – это у нас как раз-таки формирование креативного мышления, с одной стороны, потому что действительно свободно-ассоциативное письмо заставляет ребенка в том числе и привлекать какие-то знания из смежных технологий, тут немножечко покреативить, повыдумывать, попридумывать даже периоды. Поэтому, если мы говорим про проект, коллеги, ну, наверное, в рамках креативного мышления, наверное, да, возможно, допустимо. Дальше, но тут у нас с вами, коллеги, уже девятиклассники, поэтому применимо ли здесь креативное мышление? Это девятиклассники. Цель проекта, как правило, это формирование навыков исследовательской деятельности, в том числе и профориентационная задача написания проекта. Поэтому допустимо ли будет в 9 классе вот именно такой вид? Наверное, нет, потому что дети уже, как правило, определяются. Это для более маленьких, там, 5-6 класс, да, наверное. Г нет. Какое же это функциональная грамотность, если мы ребенку дадем по аналогии, делай так, как до тебя, то есть прецедент. В первом варианте, в ответе под буковкой А, мне не нравится оригинальность идей, потому что все-таки это 9 класс, и проекты мы с вами формируем, исходя из потребностей обучающихся. И даже если... Но оригинальность идей – это опять-таки же креативное мышление. Здесь же нам с вами более нужен такой научный подход, поэтому и разработчики данного исследования также согласны с вами, коллеги, ответ под буковкой Б. И последний вопрос на сегодня в рамках формирования нашего с вами представления о том, что мы с вами знаем, чего не знаем. Вы хотите научить девятиклассников выступать на публике с сообщениями, докладами. Как вы организуете продуктивное обсуждение условий успешного выступления? Вариант В. Еще раз, Владимир или Борис? Второй или третий вариант? Коллеги, не расслышала. Ой, третий. Третий. Так, мнения разделились. Коллеги предлагают и второй, и третий. Я больше склоняюсь к второму варианту.
По второму варианту хорошо. Давайте смотреть. Публичная речь. Опять интеллект-карта. Скажите мне, пожалуйста, на формирование каких умений направлен второй ответ и на формирование каких умений направлен третий ответ? Коллеги, включайтесь, пожалуйста. Нам очень важно ваше мнение. Итак, действительно, возвращаясь буквально несколько вопросов назад, я вам говорила, что у нас есть с вами 3 уровня овладения функциональной грамотностью. Знание, понимание, применение на практике. Поэтому ответ под буковкой «Б», то есть ответ номер 2, у нас будет как раз-таки высшим пилотажем применения функциональной грамотности. То есть дети составили интеллект-карту, знают, что это такое. Педагог сформулировал, помог сформулировать, скорректировал. То есть дети знают и понимают. И третье, предложу задание подготовить устное сообщение, либо снять видеоролик. То есть дети могут применить на практике. Если мы говорим про В, то здесь мы остановимся только на знании и понимании. А вот снять видеоролик с учетом поставленных критерий, это уже как раз-таки высший пилотаж сформированности функциональной грамотности обучающихся, в рамках которого мы как раз-таки с вами можем проверить, а сформировано ли данное умение у обучающихся, сформированы ли данные навыки у обучающихся. Уважаемые коллеги, в этой связи у меня будет для вас домашнее задание. Вам всем необходимо будет зарегистрироваться на портале РЭШ «Функциональная грамотность». Многие из вас уже есть в этой системе. Те же, кто не вошли в эту систему, пожалуйста, войдите в эту систему РЭШ. Все знают, как она выглядит, коллеги? Да, знаете, замечательно. Спасибо, что отвечаете, спасибо, что включаете камеру. Надеюсь, что наше сегодняшнее занятие было для вас полезно, вы хотя бы увидели для себя новые варианты формулировки заданий. Завтра встречаемся с вами в 16:00 и уже будем конкретно приводить примеры и действовать, показывать, а что же у нас с вами происходит и как мы с вами будем реализовывать. Всегда, пожалуйста. Елена Станиславовна, правильно я понимаю, вас вижу в камере? Да, поняла, хорошо. Спасибо. Да, вот, я теперь даже вас слышу. Замечательно. Коллеги, хорошего вечера. Зарегистрироваться в РЭШ, потому что нам с вами это будет необходимо для практической работы. Да, все, я увидела всех, а не только какие-то моржей и непонятных зверушек. Да. Наш самый главный участник, коллеги, да, мы так и поняли. Надеюсь, ребенок, тебе было интересно с нами, мы тебя не сильно отвлекали. Коллеги, хорошего вам вечера, всего доброго, до свидания.